Ебать! Не был замечен системами ПВО российскими. Это свидетельствует о том, что существует определенный кризис в системе ПВО. Яңа шартлаттылар тагын. Пиздец оны самолет кирип шартлады. Казан ягында. Оралган. Экономический зонада. Бик көп кишилер калды. Экинчи тапкыр шартлай. Блядь, да! Сука! Ебать! Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а в 1945 году брали Берлин, не получится. Біздің бақшабызға көршінің честно түшеріне көршінде гарантия бере алмайды. Ойланайық. Бұл уақытны қатырға болушық. Büyüklerге ярдәм етейік. Ең қорқыныш шәбір біздің елде бола көрмесін. Это атака украинских дронов, этот объект и этот завод, по той информации, которая есть, он собирает беспилотники «Шахед», которыми Украину атакуют практически ежедневно, ежесуточно. То есть это вполне легитимная военная цель, объект военно-промышленного комплекса, там, где производится вооружение. То есть все согласно нормам международного права, Украина имеет право на самооборону, нанося удары именно по военным объектам. Я бы обратил внимание, вы очень правильно подметили, что каких размеров беспилотник. Представьте себе, сколько он по территории России пролетел на самом деле. И фактически он сумел это сделать и не был замечен системами ПВО российскими. Это свидетельствует о том, что существует определенный кризис в системе ПВО.